то угощайтесь. Спасибо. Если вы любите чай с сахаром, как? Да, я вообще неприхотливый. Я вот тоже вот. Сереженька, давайте, вот печенюшечки очень вкусные варенье. Ну, в общем, слово передаем Татьяне Федоровне Шлагину. Нет, Она хозяйка. да, знаете, вот Вот у это нас такая вот помещение. шальная, мы посмотрели вас, в общем, с ума сошли, все перевернулось. Благодаря Сереже сказал, он говорит, однажды повернулся, говорит, мне так стало легко жить. Я говорит, познакомился с Катюшиком, с его трудами и все. Я говорю, а что это такое? Он говорит, вот так и вот так. Я говорю, ой. А потом полгода прошло, и опять он говорит про Катюшика. Я думаю, ну надо посмотреть, наверное, этого Катюшика, что такое вообще, как он перевернул. А я всегда в музыке пытаюсь, ну, как до конца тоже не могу понять, что такое музыка. Хоть я занимаюсь уже 100 лет музыкой, но мне очень интересно, что такое звук, что такое тоника, почему она притягивается сюда, что за поля возникают во время, ну, как в сочетании звуков, почему происходят какие-то модуляции и почему во время того, ну, я сегодня хочу вам поиграть, чтобы вот как-то вот вы ощутили, почему возникает некий поток информации, и эмоциональный, интеллектуальный, как это записывается на волну звука. И я вот для меня это всегда, ну, тайна великая. Я всегда ее пытаюсь разгадать. И когда вот Сережа рассказал про Катюшика, и когда я вот это, он говорит, а ты знаешь, что тут вообще не притяжение? А что? Оказывается, отталкивание. И это действительно, что вот равновесие вот возникает. Ну как-то я это поняла, я это ощутила. И вот мы я начала смотреть, потом заразила Катюшиком вот мою подругу Ольгу Николаевну. Она говорит, я уже не могу, я уже хочу скорее, чтобы занятия закончились, смотреть твоего Катюшика. Потом пишет, это самый мой любимый человек на свете. И я его люблю теперь до гробовой доски. И слушаю его тогда, даже когда есть свободное время, потому что ну, не хочется с бездарями-то, бестолочами общаться, как вы говорите. Вот слабомыслящих людей мало вообще. Потом, значит, Марина тоже говорит, ой, я не могу. Я говорю, прочитай, послушай. Вот первое всем говорю про Бога и НЛО. Вот просто, где проживает человек? Он, если он его отец, значит, он... Ну, в общем, все. Короче, вы нас просто сразили. Эти 50 тысяч просмотров, я думаю, наверное, их больше, да? Вообще вас полмира смотрит. И у меня шальная мысль появилась, а вдруг это воочию его можно как-то увидеть там однажды. И Сережа говорит, ну я могу позвонить. И, в общем, это случилось. Спасибо вам большое, что вы вырвались. Спасибо, что вы есть, что вам не Да, скучно. да, знаете, и у нас, в общем, такие, мы, конечно, дилетанты страшные, в физике ничего не соображаем. Ну, конечно, вот это пространство, вещество и что там еще главное, нет, про время, про всякие контируете в мировые лучи, мы как-то это все понимаем, мировые какие-то плоскости, как вы там высчитали. Ну, это какая-то такая, кажется, такая какая-то истина, и от этого начинается какой-то трепет внутри. И вот и каждый раз хочется этот трепет испытывать, потому что, ну, где трепет-то люди испытывают? Только общаясь с Богом, там что-то какие-то молитвы и все. Теперь как бы как такового, в общем-то, нет же этого образа. Ну, как бы, может быть, он и есть. Непонятно, как Катюшик это объясняет. Вроде он говорит, да, Бог нет. Вот и нет. В общем, это какие-то сказки, а с другой стороны, это вот такие вот вещи. И нам хочется вот с вами пообщаться на такой творческой волне. Что-то, наверное, слишком возбужденно говорю. Спокойно так сейчас буду говорить. Я, значит, тему сменю. Значит, вот относительно звука вот хочется поговорить. Как он, в общем, он беспрепятственно тоже же возникает. Меня интересует, например, такое. Я сейчас накидаю просто вопросы, которые... Вот. Всегда, когда я занимаюсь с учениками, я говорю, что вот звук, который ты транслируешь, он, конечно, возникает у тебя в голове. То есть твое желание, твой посыл, который вот ты, как исполнитель, накапливаешь какую-то информацию. Почему, зачем ты сейчас должен это играть? И музыка это не есть что-то, сами звуки, а музыка это то, что между звуками. И существуют там как бы такие законы как бы тяготения. Но теперь я уже думаю, тяготение или там, может там вообще какое-то отталкивание, и все там существует во время исполнения, все это. У меня были ощущения, что нужно играть как будто бы сопротивляясь, как будто бы тебя куда-то затягивает, а ты как будто должен, чтобы проявить свою индивидуальность, да, вы понимаете, вот как будто бы отталкиваться. И я всегда как бы говорю, вот инструмент, он живой, это дерево. Я начинаю передавать ему какую-то информацию, он начинает вибрировать, звуки начинают распространяться, доходят до наших барабанных перепонок, барабанные перепонки все это считывают, посылают сигналы в мозг, в голове там ассоциативный экран, там начинаются какие-то фантазии, потому что у нас так слух устроен, 80% визуализации, 10% слуха, 10% тактильно мы ощущаем окружающий мир, и что слух и звук, он очень влияет на фантазию. То есть моментально начинает человек представлять себе какой-то зверь страшный или какую характеристика опасности, безопасности человека.
И я говорю, что даже то, что ты играешь, и то, что вообще все играется, оно проникает на атомном уровне. Вот в эти стены, действительно ли там происходит вибрация, действительно ли вот ощущение атмосферы и тонких энергий, про которые вы говорите, что они вообще могут существовать как-то отдельно. Вот этот вопрос меня интересует очень сильно. И что вот действительно ли вибрация, насколько она там затухает, и что она внесет, и вот эти уровни вот этих кирпичей, атомы, которые там, ну они же полые, как бы, если их вот увеличить размер, то, ну вот как в строении атома говорят, что ядро это стул, а электрон, который вращается, это вот как бы вот поверхность, ну как бы вот как комната, а все остальное что? Вот эти поля, да, которые возникают внутри вот атома. И насколько человек может действительно влиять на окружающую среду, насколько вообще его есть мощь, или вообще мощи никакой нет. И Скрябин как-то мечтал, говорит, создать такое произведение, которое соберутся очень большое количество музыкантов, там сколько, 5000, да, оркестра, который может сыграть это произведение, и у людей как бы вообще структура даже может поменяться. В общем, вот такие вот фантастические вещи, вот такие фантастические вещи, которые меня очень волнуют. И никто мне не может ответить, только Катюша. Да. И хочется вот в этом во всем разобраться. И знаете, конечно, еще любопытство страшное, ну чисто женское. Вот. Как вы живете, где вы работаете, вы существуете на своей картины, или вы читаете лекции, есть ли какая-то система этих лекций, можно ли это посещать. Раз. Второе, значит, как вы вообще до этого дошли? Как сигналы тоже. Но это чисто женское, вы на это можете не отвечать. Вообще вот. Марина, скажи твой круг вопросов, чтобы обозначить нам уровень нашего интеллекта, чтобы он понял, на что мы способны. Ну, на самом деле я посмотрела только 2, по-моему, ролика. Вот это про Бога, про НЛО, про апгрейд мозга. И все. И больше я не смотрела, мне так Ну, в принципе, достаточно. Да, ну вот... Я даже про мировой лучше посмотрела. Ну, как бы было очень интересно послушать. Да, ну, по ходу ролика у меня там возникали некоторые вопросы, но, честно говоря, это было уже достаточно давно, и сегодня я, собственно, практически как вольнослушатель, я не готова задавать вопросы сейчас, потому что это где-то отложилось, но надо восстанавливать. Вот и чувство-таки такой модели там у Олега Шавулькина есть. Что? Чувствую. Чувство Тер, да. Еще знаете, какой вопрос? Вот говорят, Хакасия древняя земля, куневцы, вот стелы, вот эти вот рисунки, пытаются их отгадать. Соприкасались ли вы с этой информацией? Есть ли у вас какой-то взгляд на те изображения, которые, что там закодировано, что там вообще может быть? Как вы это ощущаете? И вот второй вопрос. Здесь, как бы фундаментальные такие вопросы. Раньше об этом можно было как бы гадать, там точной информации не было. А сейчас, с развитием генетики появились точные ответы. Например, кто самый генетически близкий для хакасов народ? Знаете, нет? Кто близкий, что, индейцы? Самый близкий кто для хакасов? Для хакасов индейцы? Нет. Есть Господи, версия? Ты знаешь, испанцы, Сережа? не китайцы. Я криминографией Японцы? сильно не занимался. Вот можно гадать. Да. А есть Это по факты. слюне, которые по слюне, что определили? Да, Нас собирали слюни. генетика. Алтайцы обязательно должна быть. Албары, хакасы и алтайцы это один народ. Это вообще Алтайцы, это один народ. Это один народ, вот, который... Я когда вот начал эти моменты смотреть, с современной генетикой, мне сразу стала схема сходиться. Однажды давно-давно мне киргизы рассказывали, что мы с ними один народ. Как? Нет, схема не сходится, мне киргиз рассказывает, что я говорю, ты с чего взял? Он говорит, мне, говорит, старейшины, говорит, так говорят. Наши. Смотрю генетику. Выясняется, что генетически более близкого, чем русские, для хакаса нет. Вот так вот. Гаплогруппа R1A 50%, вот если взять шарик, круг, у хакасов ровно половина R1A, европейская гаплогруппа. У русских R1A 50%, да.
Братья просто родные. Сейчас там версия еще интересна. Дальше у хакасов вот на четверть одна гаплогруппа с Маури. Маури, помните, кто такие, нет? Это индейцы? Нет, Маури это Новая Зеландия, Новая Зеландия. которые танцуют хаку. Вот, кстати, для шуток. Интересно, да. Это танец, когда вот регби, перед регби вот этот вот птица летает. Ага. Вот одна гаплогруппа на четверть. Они, значит, И танец одна- согласны. Да, Хакасы же не вот. танцуют. Ну не Рыбы, танцуют. значит, они Да, ушли кстати, туда, вот так в Новой вот, Зеландии. ради как бы шуткования, они же танцуют хаку. Хакас? Не хакас, а хаку. Ну вы тоже мифолог. Это я как шутка, это я просто для юмора озвучил. Ну как, чтобы в комплекте вот в кармане лежит такая шутка, раз достал. Да, в хаке тоже. Дальше на одну четверть америниды, американские индейцы. Одна четверть, значит, опять из Новой Зеландии. Одна четверть. Вот Новая Зеландия, это я условно взял, просто вот у них чистая эта гаплогруппа, они вот все вот такие. У вас с ними общая одна четверть. 25%. Ну вот самое близкое это вот русские, поляки, украинцы. Вот как вот догадаться, да? Если вот это вот факты, Хох-ол. факты не посмотришь, не догадаешься. Это по мужской линии. По мужской. Дальше. Самые близкие к хакасам это русские, кыргызы и индусы. Индусы, север Индии. Родной народ. Ну вот, Север Индии, это ближе как-то. Ближе. Ну вот это вот то, что следует из гаплогрупп. Если вот набрать в интернете, если эти карты правильно, ну звезды сходятся, что вроде как правильные, потому что ну грамотные ученые собирали. И получается вот эта схема. Тогда вопрос встает, что по женской линии, как, ну, по хакасам, как складывалось. Возможно, ну, я не 100% вот в этом моменте уверен, возможно, что америниды, ну вот американская ветвь, та, которая четверть, она вошла без геноцида. То есть, ну, как сказать, потому что есть составляющая американской линии и по женской линии, и по мужской. То есть был где-то, ну возможно вообще версия, как вот появились, это был скифский прото-российский какой-то, прото-русский воинский клан, который пришел в Хакасию, набрал себе с разных племен женщин, у них получился вот основной костяк вот такой. Дальше как-то объединились, ну это как версия, Понятно, понятно. просто, ну вот, рассматривая вот это местоположение по географии, эти картинки, как-то вошел сюда вот этот американский вектор, тоже либо породнились с племенами, либо воинское образование взяло себя вот этих америнидов, ну, американскую группу, с матерями и с мужчинами, потому что есть составляющая и та, и та. И четверть, вот это вот то, что Маури, Маури мы условно назвали, это монгольская составляющая. Она одна и с бурятами, и с монголами. Причем с монголами, ну, допустим, у монголов вот она вот так, ну, половина, а у хакасов четверть. То есть четвертинкой вы пересекаетесь с монголами. Это больше всего качество должно быть. И, ну, качество. Ну, Сагайцы в сагайцы, меньшей степени, да. я думаю. Почему? Потому что даже внешне мы отличаемся от качества. Они Да. более монголоидны, чем мы. Ну вот просто получается, что если совокупно считать, папер одинаково европеоид. Вот как вы... А тут, смотрите, нет? вот, сами исследования вот эти вот генетические, знаете, там вопросы возникают вот именно по методологии исследования. Я вот сейчас, ну, я, конечно, не генетик, но все равно там какие-то у меня есть вопросы, потому что вот эти группы, пока эти исследования, они же локальные, берутся там несколько человек, буквально, может быть, даже сотни, не знаю. Там уже статистика тысячи, многие пошли. Уже на этот уровень вышло уже. Иногда возникает ощущение, что там еще Да, ну есть что-то еще там не исследовано. Там уже вышло на уровень доверия по следующей причине, что, во-первых, очень много
научных групп по миру. Все выдают один результат. О, спасибо, что там. Вот, все выдают один результат. И количество людей, ну, у кого материал взяли, там уже действительно тысячи, десятки тысяч, там очень много этого всего. В связи с этим вопрос по Тюрксою. Тюрксой же тоже вас захватывает, да? Да. Конечно. Они не нашинские вообще, да, получается? Вообще никак. Чужие. Там получается, что Имеется в виду турки. да, ни по генетике, ни по по языковому фактору. Нет, Ну, по язык языковому это фактору они еще ложатся. А вот по генетике я По думаю... генетике 100% Да, никак. я Вообще, по согласен. языковому фактору. Ну, вот есть алтайская семья, да, тюркские языки. Это вот центр Сибири. И на краю самого распространения языка, вот вообще там на филиале, дальше них никого нет. Ну, по тюркской ветви есть тюрки, у которых, если мы возьмем, вот они якутов, да, к себе, как бы, тоже в тюркскую Тоже, да. семью. Генетика 0 вообще никак не коррелирует, вообще даже близко. Якуты, многие уверены, что они как бы к этой семье. С алтайцами никак, с акасами никак. Тюрки вообще никак, вот по генетике нет. Турки. Да, да, турки. А казахи? А про казахов сейчас Как-то вот расскажу. они генетически как-то с ними рядом как-то не очень. С турками, вот, ну, с турками я согласен, почему? Потому что у них там Чужие. арабы, там, кого только, наверное, Да. у них Персы ненавистно. там, да, все. Они к нам генетические отношения не имеют. Возможно, Они если, чужие. допустим, какая-то часть то, что переселилась сюда когда-нибудь, ну, может, Хакасы так, с да. турками только через русских, через материнскую линию русских катаются. Все, больше никак. Да. Получается, по материнской линии турки, оказывается, по материнской линии это русские турки. И на это, этом надо зашло- говорить, наверное, не русский, если корректно. Ну, правильно? прото-русский, ну, да, прото туда, татарский, а да, да. там все равно, наверное, ну, у меня такие ощущения складываются, что, ну, допустим, до России, ну, если верить британским картам, да, там грин-картеры, они обычно говорят, Тартария, вот, что за народ жил, это недалеко, ну, скажем, наши недалеко, там, может быть, 500-700 тысяч лет, ну, полторы максимум, наверное. Ну, нет, Ну, по про карте, Тартарию, про саму или про генетику? ну, про генетику я имею в виду. По самой карте там до с 15 века начинается, с 16 века Да. источники идут. Ну, доверять, не доверять, как бы я не знаю, но факт об этом говорит. А мы-то себя-то именуем именно как Тадыр. Ну, и этот термин остался, и он живет до сих пор. И мне кажется, этот термин идет именно оттуда. Тартария. Да, Тадыр, татарь, но они татария, они говорят. И, возможно, ну, я думаю, что со времен Чингисхана, наверное, может быть, даже ранее, возможно, этот термин оттуда появился. Как, не знаю. А как глубоко вот эта генетика заглядывает? Как по вашим ощущениям? Ну, вот, Мы вас перебили, вы о чем-то говорили. Я не знаю, насколько достоверно, но вот мы, если эти материалы достоверны, вот начинаем говорить, если эти материалы опубликованы учеными по генетике достоверны, то алтайская принцесса родственница украинская по крови. Да. Вот скифская генетика отошла. Коровы, находящиеся в Индии, которые вот эти вот все южного вида и так далее, не похожие на наших коров, генетика сошлась с украинскими коровами. Вот так вот. И расположение киргизский, алтайский, индийский этносы. Вот центр Азии, да? Если шло действительно вот это вот движение, и в индийском эпосе есть отражена информация о войне с севером, да, север пришел и образовал касты, то получается, вот один народ шел, часть разделилась, киргизы это вот эти вот прото-европейцы, прото-русские, на одну четверть смешанные с ханями. Хани это Китай, южно-китайская народность. Киргизы, простым словами, это русские, на четверть смешанные с ханями. Потомки. Да. Прото. Алтайцы это русские, на четверть вобравшие в себя америнидов и на четверть получается вот Индийцы. монголоиды. Индусы это тоже получается вот этот прото-народ, который пришел с севера. И там они набрали, у них есть драидская, могу не точно назвать термин, но вот кровь, которая с юга, она смешалась. То есть вот есть вот массив, у которого киргизам одно добавилось, на Алтае добавилось второе, в Индии добавилось третье.
на России добавилась финны. Ну вот, северная группа. Получается, что как бы, и если вот генетику брать, возможно, действительно права вот этой версии, что был один народ, который здесь вот так вот циркулировал. И вот мы отпочковались маленько туда, маленько сюда. А как объяснить, допустим, что меняется, скажем, ну, кожа, да, цвет глаз меняется, вот, волосы, цвет волос? В связи с чем это происходит? Вот здесь, я Почему там, азиатский где... побеждает, да? Ты это хочешь сказать? Нет, ну почему меняется Русского с цветовая кавказским краска сходить, человека? сходиться. Ну, я так полагаю, видимо, это должно быть связано с ландшафтом, наверное, да? Не так кажется, или нет? Здесь я, внешне? там, где у меня нету однозначно точно ответа, я лучше пропущу эту тему. Про русского. У меня вот девушка знакомая родила ребенка, папа хакас. Ребенок, Хакас. я вот смотрю, блин, он белый, а по лицу я не могу понять. То есть всяко делаются. Да. И гены, всяко играются. И вот не могу понять, вот так вот. У меня не генетики, но трудно понять.